Здравствуйте все! Добро пожаловать на мой канал. Дорогие зрители, гости канала, не забывайте подписываться, нажимайте на колокольчик и получайте уведомления о новых видео. Огромное спасибо заранее за ваши лайки, за ваши хорошие, добрые комментарии. Тема сегодняшнего гадания звучит так. На дороге, на пороге стучит, гремит. Посмотрим, какие события совсем скоро ворвутся в вашу жизнь. Если тема интересна, пожалуйста, посмотрите на песочек, подумайте о своей жизни и мысленно задайте вопрос. Что у меня на дороге, на пороге, что стучит и что гремит? Надеюсь, вы настроились. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, самую нужную и самую полезную информацию. Давайте посмотрим, что же у вас на дороге. Так, а на дороге у вас дороги. Извините за тавтологию, но так оно идет. У вас очень много интересных и важных дорог открывается на ближайшее время. Дороги очень успешные. Дороги, которые идут по общению, коммуникациям, родственные связи, дружеские. Просто пойти куда-то погулять, пообщаться, свидания, любовные, деловые. Все это пойдет на ура. Дороги будут ясными, светлыми и очень удачными. Прям такими, знаете, в радость. В радость будет все идти. Дороги, которые касаются рабочих вопросов, деловых вопросов, особенно связанные со сторонними организациями, государственными учреждениями, там, может быть, частными учреждениями. То есть здесь, конечно, я вижу, будут некие препятствия у вас идти. Но препятствия какого-то вот бумажного характера, я не знаю, разрешения, допуски, правильно собранный там пакет документов. Что-то здесь вам нужно будет прям проработать. Обратите особое внимание, чтобы не ходить несколько раз и не попадать в неприятные ситуации. У вас вот дороги это и есть дороги, очень много дорог, но при этом я вижу у кого-то путешествие очень приятное, радостное сердцу, долгожданное, выстраданное, даже у кого-то идет путешествие, а у кого-то идет прям очень интересные какие-то разговоры и общения. Вот здесь у вас ухо вышло, ухо и знак денег, доллара. У вас пойдет какая-то важная информация, вы вот узнаете, получите, от кого-то услышите о том, как можно разбогатеть, да, деньгами разжиться и поправить свое финансовое положение. Будьте внимательны, концентрируйтесь на своем слухе. Еще я вижу, у вас идет я не знаю, веселье какое-то, веселье, связанное с общением. То есть здесь однозначно либо праздник у вас будет, торжество праздничное, либо вы будете приглашены на какое-то мероприятие. На этом мероприятии вы очень хорошо проведете время. Почему-то вижу, что переживать будете, может быть, за одежду, либо как туда добраться, либо как оттуда уехать. Вот какие-то сомнения идут, да, но не в качестве, не по качеству мероприятия, а именно вот ваше внутреннее состояние. Не переживайте, вы там всех затмите. И вот у многих какое-то ожидание от этого мероприятия. Знаете, ваше ожидание оправдается, но немножечко как вот после этого мероприятия. Я думаю, что кто понял, да, кто действительно знает, что за мероприятие ждет, вы меня понимаете. Это не будет в день, либо в момент, а через какое-то время. Кстати, какое-то знакомство там будет очень приятное, очень вам нужное, полезное, я бы так сказала. Плюс я вижу здесь поездка. Поездка идет по очень какому-то делу важному. Вот вы прям настроены на какое-то важное дело. Вы будете ехать по вот этой корове, бодаться с кем-то там, я не знаю, воевать, решать и пробивать какую-то информацию. Когда приедете, неожиданно поймете, что не надо ни с кем бороться, что все хорошо, что все люди вменяемые, что со всеми можно договориться, и вы зря себя накрутили на какую-то прям такую боевую позицию. Понимаете, все будет замечательно. Так, теперь давайте посмотрим, что у вас на пороге. Что у вас на пороге? На пороге. Так, а на пороге тут серьезный разговор. Во-первых,
я хочу предупредить многих, да, всех практически, что у вас вот есть за спиной человек-манипулятор, человек в костюме шута, при этом он не шут никакой, а Карабас-Барабас, который дергает за веревочки и управляет людьми. Это человек, опасный человек, он носит колпак палача, вот как хотите. Человек, от которого вы чувствуете тревогу. Вот вы для себя не понимаете, кто этот человек, да, вроде ничего такого, да, вроде друг, там, знакомый, приятель, начальник, я не знаю, сосед, но от него есть какой-то прям страх, тревога, страх идет. Может, кстати, друг какой-то, друг вашего любимого человека. Это, кстати, мужчина идет, это не женщина, а мужчина. Либо женщина, которая похожа на мужчину. Вот такая вот плотная, высокая, может быть, стрижка короткая, голос грубый, мужской. Вот, ну, тут больше вот как идет по мужской, мужская линия, либо человек, женщина, похожая на мужчину, либо это мужчина. Человек действительно очень жесткий, я бы даже сказала, жестокий, и это человек какие-то козни строит за вашей спиной, вот как хотите. Причем, если дело касается отношений и у вас размолвки в отношениях, то здесь может быть свекр, да, либо наоборот свекровь, да, но вот она как мужчина себя проявляет, как она глава семьи. Будьте аккуратны, потому что человек пойдет в наступление, в какое-то прям наступление против вас, ваших отношений. Могут какие-то быть неприятности, либо какую-то интригу закрутит, замутит, либо действительно какую-то неприятность, скандал, либо бедствие даже может спровоцировать. Человек за спиной стоит и прямо уже руку поднял, готов действовать. У него в руке прям плетка такая идет. Так, для тех, кто спорил, ссорился, выяснял, да, вот кто сейчас с любимым человеком в споре, в ссоре. У вас, мои дорогие, прекрасный шанс идет на примирение. Но я вижу, что вы оба очень гордые птички и не желаете друг к другу поворачиваться. Знаете, я вижу, что и один, и другой очень сильно хочет в примирение, очень сильно соскучились вы друг по другу, хочется этого внимания, любви, нежности, заботы. Но гордость, она не дает, не пускает ни вас, ни человека. Я советую вам придумать какую-то нейтральную тему. Я обращаюсь именно к девушкам, потому что девушки в этом плане более сговорчивые и более смекалистые. Мужчины, если смотрите, простите, пожалуйста, но вот я именно это в песке сейчас считываю. Здесь вам нужно придумать какую-то тему, чтобы, ну, у мужчины не осталось выбора, да, он бы должен был вам там, я не знаю, помочь, выручить, что-то для вас сделать. И, знаете, и вам будет проще, да, потому что, ну, как нужно, да, вот сломалась у меня там, я не знаю, дверца шкафа, да, либо замок двери сломался, да, и, ну, ты же мужчина, да, сделай. А мужчина тоже будет в радость, чтобы лишний раз к вам прийти, да, лишний раз с вами о чем-то поговорить и действительно сделать что-то важное, нужное, проявить себя человеком, который готов, несмотря ни на что, да, вот от души, от сердца помогать. Это вас ситуация может примирить. Подумайте об этом, вы придумайте, вы сможете, это все в ваших силах. От мужчины не ждите, он очень хочет, он очень, кстати, страдает, сердце прям ёкает, но вот прям гордость, у него какое-то воспитание такое слишком гордое, он не пойдет первый, к сожалению, вот так вот именно по этой ситуации есть. Я вижу, что может он в прошлом как-то вам уступал, а тут, ну, как на любимый мозоль, что ли, вы ему наступили, пока не будет. Для людей, которые в поиске, у вас однозначно идет встреча с человеком, который с вами на расстоянии, знакомство, встреча. Вы можете встретиться с человеком, там, я не знаю, командировочным, заезжим, приезжим, начнется общение. Но общение, знаете, какое у вас пойдет? Не по общей дороге, а по расстоянию. То есть вы будете созваниваться, переписываться. Вот такое интернетное общение. Очень хорошее общение будет, и с этим человеком действительно можно будет построить какие-то серьезные отношения. И отношения будут такими, знаете, вот изначально, вот как они пойдут добрыми, такими добрыми они и будут. Так что вот если даже вы не выберете этого человека в качестве будущего, например, там супруга, партнера, то как друг этот человек с вами останется навсегда. Так, еще на пороге у вас идет тут какая-то дележка чего-то, вот с кем-то будете вы что-то делить, вот прям может быть выяснение отношений, дележка, может быть действительно что-то вы будете делить, там прибыль делить, я не знаю, там имущество делить, может быть что-то купите там с кем-то там на пару, да, будете делить. Здесь очень важно вам не стесняться, вот прям, да, убрать свою вот эту вот врожденную, слишком завышенную
скромность, да, а быть нормальным человеком. И понимать, что если вы будете вот прям так отказываться от своего, то вы также можете напрячь другого человека. Он тоже себя будет чувствовать неудобно. Вот. Прям делите поровну. Поровну. И вообще не парьтесь. Поровну поделите. Нужно, не нужно. Там, бедным поможете, да, отдадите в крайнем случае. Здесь не нужно зацикливаться и стараться прям действительно там отказаться от того, что ваше. Смотрите, здесь еще идет покупочка. Покупочка достаточно интересная, небольшая, но какая-то вот прям то ли ценная очень, то ли даже может быть бесценное. Что-то очень дорогое душе будет. Может быть даже и по цене дорогое. Может долго хотели, может долго мечтали. Но это именно покупка, это не подарок. Так что будете покупать что-то. Так, еще для тех, кто хотел работать. Работу искал, либо поменять работу, либо найти работу. Вот у вас два молота вышли, у вас будет сразу два предложения. Вы будете думать туда, туда, сюда, сюда. Оба предложения хорошие, но одно предложение там денежное, и оно прямое. Но перспектива там такая, знаете, плюс-минус будет. А второе предложение, оно витиеватое будет. Вот знаете, даже сразу не поймете, что вам предлагают. Может быть, даже какая-то другая сфера деятельности. Вот то предложение, оно очень мощное. Оно не на сейчас, оно на будущее. То есть вся прелесть этого предложения, она раскроется через несколько лет. Вот, так что думайте хорошо, выбирайте. Если вам нужны и важны деньги здесь и сейчас, выбирайте то, которое прямое. Если вы смотрите на перспективу, желаете построить карьеру, желаете себя реализовать, желаете, например, позиции там топ-менеджера, либо управленца, то вам, конечно, другой путь. В любом случае, два предложения очень хорошие. Так, давайте дальше смотреть, что же к вам стучит. Что к вам стучит? Что к вам стучит? Ух ты, человек вам стучит. Человек в ваш дом стучит. Знаете, тут либо кто-то из родственников объявится, за помощью придет. Кстати, тут двойная ситуация. Либо к вам за помощью придут, либо вам помощь окажут. Причем помощь такую важную, как, знаете, в правильное время вот человек, прям обладая, может быть, каким-то даром, способностью чувствовать на расстоянии, прям, ну, объявится человек, придет и будет предлагать вам помощь. Помощь вам, вашему дому и в вашем положении. Не отказывайтесь, даже если вам будет казаться, что человек полезным вам и не сможет быть, все равно не отказывайтесь, принимайте. Это все будет вам во благо. Следующий момент для тех, кто плохо себя чувствовал, кто болел, у кого были проблемы по здоровью. Здесь идет однозначно выздоровление, улучшение, понимаете, прогресс в лечении, выздоровление, хорошее самочувствие, выписка из больницы, выход, например, на улицу, снятие, может быть, какого-то ограничения, может, там гипс, да, у вас там, не дай бог, рука либо нога была сломана, вот снятие гипса идет. То есть однозначно вот по состоянию здоровья улучшение. Также вот я вижу, просто дороги открываются. Понятно, что если человек болел, у него и дороги-то были, да, все закрытые, и ничего не хотелось, а тут на тебе все открывается, все хорошо, солнце светит. Еще момент. Момент опасности от автомобиля. Автомобиль какого-то цвета, такого, знаете, яркого. Песок белый, я не могу понять. Это яркий какой-то автомобиль. Он не одного цвета. Либо цвет какой-то такой вызывающий, яркий, либо там несколько цветов в этом, ну, в окрасе, да, машины, как это правильно сказать. А машина это не маленькая машина и не большая, что-то среднее, ну что-то типа там кроссоверы, не знаю, фургон какой-то, вот что-то такое. Машина, будьте аккуратны, потому что там вот в этой машине человек какой-то нервный, психически неравновешенный, может как-то неадекватно себя повести. Вот если вы идете где-то, видите, вам навстречу, либо там по дороге такая машина яркого цвета, прям яркого, вызывающего, прям просто в глаза вам бросится. Вот как хотите, подальше держитесь от этой машины, уходите, сворачивайте. Лучше там, не знаю, подождите, пока проедет. Потому что вот человек там не в порядке, вот явно идет не в порядке. Так, еще момент.
У кого пара, брак, любовь, ваш любимый человек нуждается в вашем внимании, у него что-то происходит на работе, скорее всего, в делах, да, бизнес, работа, что-то происходит неладное. Человек очень сильно, знаете, погружается прям в депрессию. Ему нужна поддержка, разговор хороший, добрый разговор, что вы любите, что вы поддерживаете, что бы ни случилось, вы там, я не знаю, никогда не оставите, поможете. Вот разговор этот нужен. Он сам не признается, либо она сама не признается. Нужно тут прям, ну, копнуть, да, и причем по-хорошему, по-доброму проговорить. Так, здесь у вас большая птица. Птица это вот такая, знаете, вот прям орел какой-то, сокол вверх смотрит. Ждите какую-то прям очень громкую новость по какому-то делу, которое для вас было просто, ну, жизненно важным. Эта новость придет, но придет она вот прям как-то, ну, то ли под ночь, то ли ночью, что у вас такой хороший, прям счастливый период настанет после этой новости. Такой подъем пойдет, что вы даже ночь заснуть не сможете. Вот хорошую новость ждите. Придет в вашу жизнь, постучится. Большая новость по важному делу. Прям для вас это будет, ну, такое радостное событие. Мы вместо того, чтобы спать, отмечать начнете. Вот что будет. Так, ну и последнее. Будем смотреть, что гремит. Ну, гремит — это самые ближайшие события, которые вот-вот ворвутся. Что вам гремит? Что вам гремит? Так. Ну, смотрите, вы срываете какой-то прям, ну, листик, да, накрываетесь. У вас результат, гремит результат. Вы получите результат по какому-то важному делу для вас. Именно будет результат. Это может быть, кстати, и выплата, денежная выплата, компенсация. Ну, зарплата нет, но вот прям именно... Это деньги не заработанные, да, например, если это деньги, а деньги, вот, которые вам идут как в дар, в награду, в положенное для вас, понимаете? Это не зарплата, это не там премия, не аванс, а именно вот, ну, как больше на компенсации, на платежи какие-то похожи. Вот придет к вам, может быть, кто-то долг даже вернет. В любом случае, я вижу, что вы получаете результат. Вас могут, кстати, отметить, наградить на работе, сказать, что вот за выдающиеся заслуги награждаем. Вы можете, если вы, например, работаете на себя, результат своей работы получить, да, люди придут там, все у вас там скупят, да, либо какой-то заказ грандиозный вам дадут. То есть вот именно в работе по деньгам, вот с материальным это все связано, что вам придет, вы получите деньги, осуществите вот свое задуманное, да, и вот именно результат. У вас вот уже в руках результат будет. Еще у вас идет ситуация того, что несколько людей новых войдут в вашу жизнь. Буквально вот, я не знаю, на днях. Может, у кого-то сегодня, да, может быть, через несколько часов. Встреча с двумя людьми. Один человек важный, полезный, нужный, а второй человек, он... ну, как для поддержки, что ли, идет, да, два человека абсолютно разных, но они по какому-то одному делу к вам проявляются и вам помогают с этим делом. Эти два человека, они... Один, как говорится, смотивирует, да, а другой действительно реально поможет. Так что, мои дорогие, не отказывайтесь от каких-то встреч и, ну, делитесь тем, что у вас на душе, потому что действительно люди вам помогут. Еще я вижу, у кого-то осложнения идут по какому-то вопросу. Осложнение может быть там по судам, либо суд какой-то начался, либо вам кто-то угрожает по какому-то делу. Я вижу просто, что человек немножечко напуган и не знает, к кому обратиться. Вот, знаете, такое тревожное состояние, что мне делать? Я скажу вам такую вещь. Во-первых, успокоиться нужно. Во-вторых, вы зря беспокоитесь. Вам нужно найти человека, мужчину средних лет, который будет вам помогать. Вот что вам идет. И вам кто-то посоветует этого человека. Вот в интернете, что ли, может, среди знакомых. Вот прям посоветуют вам этого человека. Главное, не скатывайтесь в переживания и прям в тревогу, а именно идите, ищите действительно себе помощь. Еще хочу сказать, что у кого-то сегодня, прям сегодня будет разговор с человеком, который вас невероятно сильно любит. Здесь будут очень хорошие, добрые слова, романтика, признание. Знаете, человек вам даже в чем-то признается из прошлого, скорее всего, либо о своих чувствах признается, либо из прошлого что-то вам расскажет. Вот прощения кто-то вас прям просить будет. Так что, мои дорогие, очень важный разговор, очень такой, знаете, он с одной стороны будет
романтичный, с другой стороны переживательный. И вот прям, ну, прям понимаете, как сердце будет очень сильно стучать и у вас, и у другого человека. Раскроет человек вам душу. Вот правильно, да, так, вам раскроют сегодня душу. Сегодня, завтра, вот так вот информация идет. Так что понимайте, что вас очень любят, что вы нужны, что вы важны. И у кого-то прям может быть ситуация, что человек неожиданно вот признается в своих чувствах, в своих эмоциях к вам. Так, по поводу еще я хочу сказать, что кто-то узнает о беременности, причем тут беременность может быть ваша, а может вы узнаете о беременности там человека, который вам важен, да, кто-то из родственников, может быть там дочка, да, может быть там у сына, да, жена забеременеет. То есть какая-то вот прям эйфория у вас будет от этой новости, хорошая новость. А вот у кого-то прям растерянность пойдет, растерянность, большая радость. То есть очень приятное ощущение. Вообще очень эмоций в ближайшее время будет много. И эмоции, знаете, какие? По большей части хорошие, положительные, радостные. Но и переживания тоже будут. Вы, главное, правильно реагируйте и не загоняйте себя вот в печальку и в тоску. Наоборот, радуйтесь тому, что у вас есть возможность жить, действовать и менять свою жизнь, свою судьбу. Итак, мои дорогие, гадание на этом закончено. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.